Привет, меня зовут Давид Омаров, основатель инициативы «Невидимая радуга Туркменистан». Буду заниматься не из самых приятных мне вещей, а именно киданием камешков в огород. Это обращение не к публике, не к массе, это конкретно адресованный разговор к вам, студентам, которые сегодня находятся в университетах Северной Америки, Европы и некоторых частях Азии, передовым программам, интегрованные в академические, правовые, гуманистические контексты. Вы продукт интеллектуальной мобильности. Так, факт. У вас есть доступ к ресурсам, к правде, к опыту системы, в которой человек имеет субъективность, а не функцию. Я говорю тем, кто вырос в условиях социального репрессивного автоматизма, но вышел за его границы. И именно поэтому ваша позиция сейчас, вот в данный момент, не нейтрально, а опасно молчаливо. Еще раз, я говорю к тем, кто оказался в университете, где обсуждают идентичность не как уголовное дело, не как харам, не как болезнь или традиционные ценности, а как часть человеческой нормы. Кто читает великих людей, гениальных людей, но при этом в разговорах о Туркменистане вдруг замолкает или начинает защищать неизменность этого порядка. При этом я хочу подчеркнуть, я не обобщаю ни в коем случае. Есть те из вас, кто уже сегодня рядом, кто пишет тексты, переводит, помогает тем, кого преследуют, кто просто не боится называть вещи своими именами. Я это вижу, я благодарен вам, спасибо. Это обращение не к вам, а к тем, кто до сих пор сохраняет статус стороннего наблюдателя, рационализируя молчание через комфорт, карьеру или страх быть ассоциированными с нами. Суть обращения. Вы наслаждаетесь безопасностью, возможностью быть услышанными, быть другими, быть собой. Но одновременно вы замерли на наблюдательной пассивной позиции, когда Титаник, из которого вы когда-то уплыли, спасательных лодках, да, так скажем, продолжает тонуть. В нем гибнут люди физически, морально, психически. И особенно те, кого туркменская система определила как ненормальных, лишних угроз. Речь идет о ЛГБТ-людей с ВИЧ-положительным статусом, в том числе независимых. Их не убивает формально, их стирает из поля жизни, из легальности, из прав. Их вживую переваривает машина, которую вы, может быть, уже почти забыли. Но если вы молчите, если дистанцируетесь от этого, если ставите над нами аналитическую рамку, холодную снисходительность, аргументы про все не так однозначно, вы не просто становитесь, вы усложняете нам выживание, понимаете? Я не прошу вас жертвенности, я прошу позиции умной, структурированной, рефлексивной. Если вы говорите, что мы тоже стараемся просто скрытно, спросите себя, почему вам страшно говорить открыто. Если вы говорите, что это бесполезно, спросите себя, кто в вас это сформулировал. А если вы говорите, что вы слишком заняты, спросите себя, не повторяете ли вы ту самую логику отчуждения бесчеловечного государства, из которого вы ушли. Вы выросли в обществе, где эмпатия считалась слабостью, факт, где правда считалась опасностью, факт, где человек воспринимался как носитель функции, а не как носитель жизни и прав, факт. Сейчас вы живете в системе, где эти постулаты опровергнуты, где вам впервые дали право быть личностью, не ролью. Так используйте это, развивайтесь, но не теряйте совесть в обмен на комфорт. Вас могут вырастить в супер университетах, институтах, но если вы не прошли детоксикацию от туркменского авторитарного цинизма, вы лишь проводите его на новый, более опасный уровень. Тихий, обтекаемый, стерильный, но не менее предательский. Контраргументы, которые я опережаю. Мы не можем, мы под угрозой,
но но вы в безопасности, мы нет. Вы не понимаете, как работают структуры. Именно поэтому я и обращаюсь к вам. Вы все драматизируете. Это не эмоции, это объективный анализ системного угнетения, признанного международными структурами. Это я не с воздуха беру сейчас. Мы делаем работу по-своему. Пусть она станет видимой. В противном случае она превращается в самооправдание. Так, я верю, что в вас, возможно, больше, чем просто адаптация. Я надеюсь, что западная система образования втряхнула из вас все остатки колониального страха и внутреннего насилия, которого нам навязали. Я надеюсь, что вы больше не живете по принципу «моя хата с краю», потому что край этой хаты сейчас гнивает, и вы это прекрасно знаете. А Туркменистан — это опять-таки метафора Титаника. Но вы не просто выжившие, вы те, у кого есть рация, есть сигнал, есть шанс. Я говорю это не из претензий, абсолютно нет. Я говорю это из последнего к вам доверия и надежды. Выберите быть не просто образованными, а этически зрелыми. Помните, что интеллект без позиции — это просто капитализм на минималках. И, пожалуйста, не становитесь частью системы, которую мы боремся разрушить. Не превращайтесь в очередных консультантов тирании. Выберите быть людьми. Теперь не очень, вообще не из приятных мне вещей. Теперь немного в сторону. Не студентам, не тем, кто еще в пути, а тем, кто еще устроился, кто получил диплом, обосновался за границей, устроился в международных структурах или, что особенно тяжело наблюдать, стал частью той самой системы, от которой мы когда-то бежали. Вы уже не просто выпускники, вы специалисты, эксперты, лица, принимающие решения. И в этом ваша особая зона ответственности. Некоторые из вас уже завершили обучение, получили престижную степень, начали работать в международных структурах, на секунду. Или, что особенно болезненно, уже встроились в работу в систему, служат интересам государства. Прямо или косвенно становитесь современными лицами режима за рубежом. Вы участвуете в форумах, встречах, рабочих группах, которые создают фасад прогресса и диалога. В то время как сама система внутри остается неизменной, построенной на страхе, наказании и вытеснении. Вы не студенты, у вас есть опыт, доступ к аудиториям, рычаги. И потому ваша позиция не просто важна, она стратегична. Вы не наблюдатели, вы носители знания, контактов, инструментального веса, да? Институционального веса, который может либо легализовать насилие, либо противостоять ему. Молчание в вашем случае уже не осторожность, это выбор. А за выбор, как вы знаете, всегда наступает ответственность. Я понимаю, карьера, документы, дети, жизнь, все это требует тишины, осторожности, выверенности, да? Но вы ведь лучше других знаете, как работает система. Знаете, что значит отвернуться, что значит промолчать, когда кого-то стирает. И вы точно знаете, сколько боли скрывается за дипломатическими протоколами и официальными титулами. Ваша должность, грамоты, должности, бейджи и так далее, вообще не освобождает вас от совести. Они ее масштабируют. И если вы используете их, чтобы обелить систему, значит, в вас все же жив тот выученный туркменский автоматизм. Только теперь он говорит не на бытовом, а на международном языке. Только теперь это не выживание, а соучастие. Я не призываю к героизму, я не требую от вас жертв. Я говорю о минимуме. Не участвуйте в производстве лжи, не превращайтесь в фасад, за которым продолжаются пытки. Не позволяйте пользоваться вашу образованность и положение как алиби для репрессии. Если вы действительно получили образование,
Докажите это. Докажите способность к этическому суждению. Если вы профессионалы, примените свой профессионализм там, где рушатся жизни. Надеюсь, меня кто-то услышит. Пока.